8 мартка арналган маршка келдим азыр. Бизде Ош шаарында кичине 2020-жылы январда Баткенде өзүнүн аялын өлтүрүп коюптур. Мен хейтерлердин баарына даяр болгом. Эми мен кечээ күндөн баштап жарандык активист болгон жерим жок да. Мен канча жылдан бери жарандык активист болуп жүрөм. Мага биринчи жолу хейтерлер асылган жери жок. Мен анын баарын билем. Реакция у людей вашей была непонятная, они не до конца понимали, что у нас происходит, но активно снимали нас на телефоны, активно фотографировали нас. И когда мы проходили через цветочный базар в центре города, мы кричали: «Я не хочу цветы, я хочу права». И нам вслед кричали женщины, типа: «И что из этого выйдет? Вы покричали, и все, и что из этого выйдет?» Одни говорили: «Зачем вы выходите на митинг?» Ну, разные были реакции, но в основном они были с вопросом: «Зачем вы выходите? И может ли ваш марш или решить что-либо?» Я выходила на марш в поддержку девочек, которые в платке. Опубликовали видео, что одна учительница в Джалабаде попыталась снять хиджаб, платок с ученицы и потребовала, чтобы она пришла в школу без платка. И даже если я не в платке, я буду защищать права девочек в платке. Многие на Facebook мне писали, что, мол, ты феминистка, почему ты их защищаешь? Я говорю, феминистки, они за равные права. Нападки лично на меня были именно онлайн, то есть в просторах интернета. На самом деле я не ждала, что будет вот такая вот реакция. Именно в том плане, что, ну ладно, хейтеры, те люди, которых я не знаю, они второе, да, но первое, что меня удивило, это то, что мои знакомые, друзья на Facebook стали писать, что я продажная НПОшница, за доллары могу сделать все, что угодно, и меня обвиняли в этом. Меня это поразило очень сильно, что мои знакомые, зная меня, обливали меня грязью. Я на это не была готова, но готова была хейтерам, потому что я не первый год гражданский активист, и меня обвиняют, что я вот продажная НПОшница, но я, чтобы выйти на этот марш, ни сома, ни доллара, ни рубля, ни евро ни у кого не брала. Я это могу сказать с чистой совестью. Я вышла на митинг поддержать своих сестер.